Туда наживляете, как бы что-то вонючее закидываете, сюда капкан вставляете. Ну и куница лезет и попадает в капкан. Соли тут до хрена. Поверьте, тут соль кубик был и еще рассыпную целый лоток соли тут было. Можно ли добывать, можно ли стрелять боровую птицу, кополуху. Дело было так, ребят. Я, короче, продолжал пить чай. Собака была рядом. Тоже. Всем привет, ребят. Так, сегодня 18, если не... Да, 18 октября. 5 часов 55 минут. Ну что сказать. Короче, собираемся и давайте сходим на поиски глухаря. Очередной день сегодня поставим. Так. Открывайте ворота. К вам 6-я рота. Туланчик. Туланчик. Немножко приоткрытым оставим. Жарко. Жарко. Ух, понял, что сейчас куда-то пойдем. Ух, понял. Вот смотрите как. Погода, в принципе, пока дождя нету, терпеть можно. Печка дымит, хорошо. Южный ветер. Да. Ладно, идем. Давайте сходим к реке. Тула. Тищан. Так, ну вода прибывает. Так, с вчерашнего дня вода пришла примерно 3 или 4 сантиметра. Общей сложности где-то уже 40 сантиметров есть, как мы приехали. Ну, после таких дождей-то. Да, туланчик, тушанчик. Надо же. Да, 4, не больше. Хороший уровень. Самое то ходить по такой реке. Тара-тара-тай. 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 Ой, бля. Хреновый тут этот. Установка хреновая. Вот так. Ладно. Вдоль реки больше 3 километров нам топтать. Но зато обратно будем по сосновому лесу идти. Такие планы. Рассветает потихоньку. Раньше много я охотился капканами. Ну, тоже по всей тайге раскиданы они. Вот так все это выглядит. Такой домик, я так называю, из бересты. Там капкан. Туда наживляете, как бы что-то вонючее закидываете, сюда капкан вставляете. Ну и куница лезет и попадает в капкан. С другой стороны все плотно закрываете. Мхом, ветками. Как я делал это, именно вот это, здесь я снимал на фотоаппарат. Это первое видео. Даже помню, вот тут я устанавливал фотоаппарат вот здесь, вот сюда. И все это снимал. Вот такой штатив до сих пор еще стоит. И цифровой фотоаппарат вот так стоял. Не видеокамера, а фотоаппарат. Я начинал все это с фотоаппарата. Это уже было давно, очень давно. Для некоторых, конечно, это противно, но для охотника это важно. Вот видно следы помета
Это у куницы. Куница-то есть. Как ни крути. Пускай собака не лает. Не умеет искать, не знает как, что, где. Ну, толк нету, чтобы лаять куницу. Вот не умеет искать. Не чувствует. Или я не знаю что. Самое главное, при мне он еще ни куницы не лаял. А следы я вижу уже несколько раз. В нескольких местах, разных местах. А вот смотрите, как тут куницы не жить. Это же рай для него. Такой ельник. Вековые деревья. Они есть. Точно есть. Если капкан поставить, можете попадет. Помните, как-то я делал солонец. Ну, пытался как-то приманить лося, так скажем. Все делают, думаю, дай попробую тоже. Делал из овчины. Но никто ни разу не подходил. Может из-за того, что у меня прибито все это к елке. Если к осине было бы, может, другое дело. Фиг знает. Хотя, раньше тут прям рядом ходили лоси. Рядом. Вон даже видно зачесы вот. Зачесы, ну. А к этому устройству никто не подходил. Вот так. Ну, я это уже давно-давно забросил. 2 года, наверное, пытался как-то. Думал, для интереса, вот скажем, если кто-то будет подходить, можно фотоловушку поставить, поснимать. Но ни хрена. Вот. Ну, все это уже сам по себе рано или поздно сгниет, свалится. Хотя соли тут до хрена. Поверьте, тут соль кубик был и еще рассыпную целый лоток соли тут было. Вот. Ну что, прошел я мимо озера одного, и там 7 штук кряк взлетели. Погода пока дождя нету, я до сих пор еще иду вдоль реки. Но немного осталось, с полкилометра на допросики, и дальше по болоту еще шлепать. Так что выбрал сегодня путь, конечно, не из легких. Ну вот, ребят, настал тот момент, когда я сегодня, я имею в виду, первый раз из-под тулана добыл боровую птицу. Это кополуха. Показывать не стану, потому что некоторые зрители просто лютуют, что там будут писать, какие мы люди, все подряд стреляем, кополух, там, тетерок. Но все делается легально. Ну вот кровь еще вот тут. Делается легально. Я когда брал лицензию на глухарей, я лично спрашивал в охотобществе насчет, как сказать, кополух. Можно ли добывать, можно ли стрелять боровую птицу, кополуху. Можно, говорит. Просто он немножко удивленно на меня так посмотрел и так сказал, что добывать можно. Это тот же самый глухарь. Так что, блин, осень, это дается охотнику, как сказать, шанс добыть птицу, там, ну, я не знаю, но не хочу показывать. Я только расскажу, как все это дело было.
Мы, короче, шли, и здесь недалеко, вон там, возле просеки тоже. И от собаки кополуха взлетела и прям села буквально там 20 метров от меня. 20 метров от меня, и я открыл, я снял ружье тихонечко, открыл этот, как его, оптический прицел, начал прицеливаться, и, ну, собака лает, и от лая я не знаю от чего, или меня она увидела, короче, птица взлетела, ну все, думаю, улетела, и перелетела буквально, вот, силы тоже 20 метров на другое дерево. От меня в другую сторону, спиной мне вот так сидела. Ну, не мешкаясь, я выстрелил из оптического прицела, из мелкашки, и попал. Первый глухарь, кополуха. Вот так вот. Из-под собаки первая птица такая вот попалась. Я даже Тулану дал шанс, чтобы он немножко потрепал, но он кусает. И у него привычка выдергивать перья. Он прям как, я не знаю, выдергивает перья. Лапку дал, это заслужил. Если из-под собаки я стреляю птицу, я всегда даю лапку. А что вот, скажем, без собаки я стреляю, и тогда это я не даю. Пусть заслуживает, пусть ищет, лает, облаивает, тогда уже и награда будет. Так что, как было, рассказал. А показывать кополуху я не стану. Она есть, эта птица в рюкзаке добыта. Еще раз говорю, все легально. И не надо писать, что вот всех подряд мы стреляем. Вы знаете, сколько? Сегодня уже 18 число. 18. Из этого 2 дня я дома был. 16 дней. 16 дней поиска. 16. Ну, сами видите, я все показываю каждый день, что как. Все, идем дальше. Ищем глухаря. Мы еще не сдаемся. В поисках глухаря мы. Глухарь — это наша основная цель. Собака лает. Он на вырубке. Далеко, блин. Перестал. Опять, наверное, улетел. Какая-то птица вроде как. Но нахрена он так далеко ушел? Перестал. Где-то вот тут кого-то я облаивал. Далеко еще я был. Бывает, на вершинках сидят. От собак улетают. Метров 300. Не знаю. Собаки нету, и птиц нету. А вон тулан идет. Ладно, в другом углу у нас фотоловушка. Надо его забрать. Ну и обойду еще эту вырубку. Может, увижу где. Вон он, бездельник, молодец. Кого-то облаивал. А, Тула. Работает собака, хорошо работает. Молодец. Но птица не терпит лая. Сразу же взлетает и улетает. Короче, обходим вырубку. Так. Свежие следы вроде нету. Сейчас снимем фотоловушку. Кого-то заснял или нет, посмотрим. Что-то никого нету. 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Тут, ребята, кополуха вроде. Но и 2 штуки их. Или рябчики. Что-то непонятно, надо. Так. Тут. Тут тоже вот. Не, ну вот видно. А, это рябчики, наверное, как я понял. Это 21 кадр. Короче, кое-что тут поснимал. Дома посмотрим. Нормально. Сразу выложу. Вы посмотрите. А сейчас я это забираю. Короче, фотоловушка работает. Свою задачу выполнила в этом году. Нет. Улетел. Я, короче, сел. Да, собака идет. Сел чай пить. И собака в 3 местах уже облаивала. Короче, глухарь там был. Я слышал. Да, не терпит вообще лай собаки. Самого не видел, только слышал я его. Короче, обычное чаепитие у меня. Чай, картошка, хлеб. Больше ничего нету. Надо же так. Сел и там глухарь, блин. Ну что поделаешь. Фиг знает, куда он улетел даже. Но по пути в ту сторону идем. Взлетел все. Что-то играется туда-сюда. Хорошо лает. Опять взлетел. Из-за... Лает, я схожу.
вообще перестало. Вот тут последнее место, где он облаивал. Все, улетел. Не хочет нам поддаваться глухарь. Ни в какую. Даже шанса не дает. Вот это чудо. Да, улетел. Я слышал, как он улетел. Почему он после взлета еще облаивал. И как это вот я не могу понять. Или я ошибся, или собака ошибается. Но я четко слышал взлет. Нету его. Не дождался нас. Да. Все. Улетел. Точно улетел. Дело было так, ребят. Я, короче, продолжал пить чай. Собака была рядом. Тоже. И я услышал тресканье. Я, короче, начал подходить. Блин, чуть-чуть я ориентир потерял. Я пошел направо. Правее пошел, оказывается, он левее был. И из одного дерева так перепрыгивая, вот каждый раз от собаки так и улетела. Интересно было, конечно, вообще интересно. И хорошо собака лаяла, и этот тоже, блин, как сказать, глухарь тоже в ответ там трескал. Но что поделаешь. Долго игрались, между прочим. Вот я, не доходя до них уже, я слышал трескание. Блин, если я не сел первый раз чай пить, тогда все, может быть, по-другому повернулось. Ладно, пускай летает. В будущем году встретимся. Я в эту сторону больше уже в этом году, наверное, не приду. Ребят, отдыхаем. Вот туланчик. Туланчик мой. Погода вот как вроде налаживается. Солнце выглядывает. Ну, отдыхаем тут. Место хорошее. Старое, вот, как сказать, от молнии, наверное. Такой участок тут. Пожар был. Но уже новый лес выходит. Через несколько лет, через 5, наверное, думаю, уже не пройти тут. Несколько раз начинался дождь. Ну, сейчас вроде погода налаживается. Хотя все тут сыро еще. Тут дальше участок будет метров 400-500. Такое сырое место. Валежник и сыро. И ручей. Такой переход будет. Дальше сосновый бор также. Ну как, не бор, не яголь. Там яголи не будет. Там, конечно, можжевельник, или я не знаю, не можжевельник, а этот керчь-то как называется. В болотистых местах, которые растет. Короче, мох там глубокий. Тяжело идти. Непросто. Ищем матерого глухаря. Черного такого. Хороший. Старый глухарь нам нужен. Охота продолжается. Сейчас отдохну. Минут 10 посижу. И пойдем дальше. Вот про этих птиц вчера я и говорил. Слышите, они в стайке уже собрались. Наверное, сваливают. Не знаю, что за птицы такие.
Думаю, они, да, южные птицы вроде как. Мелкие какие-то. Вот. Я прохожу через задницу. Тут такой участок нехороший. Угу. Как и говорил, ручей течет. Истоки ручья. Чем ниже, там, тем он шире становится. Слева болото. Туда и забирает воду. Хорошее место, одним словом. Временами туланчик появляется. Пусть тут недалеко ходит. Вот ручей. Какой толк, когда он далеко пошел, облаял, как с утра сегодня. Кого-то облаивал, а кого фиг знает. Говоря, наверное, голос такой был. Именно что боровую птицу похоже на это. Метров 200 максимум. Пусть отходит. 200-300. Это уже 300 даже много. Потому что птица не терпит лай. И, скажем, если поближе собака облаивать начнет, ну и может быть какой-то шанс выпадет увидеть, хотя бы подстрелить. Вот так. Вот такие мои размышления. Думаю, многие согласятся. Ну, если уж, как сказать, большой поиск с навигатором, ну, чисто на лося. Это другое дело. Лось стоит, скажем, ждет. Собака облаивает. Может быть. Это другая тема. У нас охота на птицу. На боровую птицу. О, солнце. Все-таки, наверное, заморозки скоро начнутся. Все. Скоро выгонит нас. Погода просто выгонит нас из тайги. Давай, говорит Олег. Вали отсюда, хватит тебе. И морозы ударят. И все. Я иду без навигатора по солнцу. Взял солнце в правое плечо и ориентировочно так иду. Когда солнце есть, хорошо ориентироваться. Легко. Между прочим, рябчиков сегодня, сколько там шел по реке, наверное, 2 штуки. 2 или 3 штуки только видел. Рябчиков вообще нету, спрятались. Кого мы добыли, кто спрятался. И уже они разбились по парам. Вчера я уже это начал замечать. В основном они уже по парам все. Пару нашли себе, и они так будут. Перезимуют. Они парные птицы. Не стайные, а парные. А косачи, наоборот, они сейчас осенью будут собираться в стаи. Октябрь, ноябрь, в декабре уже большие стаи они. Чем глубже зима, они больше уже кучковаться будут. Глухари так, сами по себе. Они, ну, бывает редко так. Встречаешь по 2 штуки, 3 зимой. Но в основном они одиночки. Что кополухи, что глухари. Они сами по себе живут. Вот так. Но это для тех, кто не в теме, может, кому интересно узнать. Вот. Куропатки тоже вон они. Тоже они стайные.
Вот, блядь, все дорога вот такая. Если бы не было этого, легче бы ходить. Так. Хорошо, что валежников меньше тут. Бывает, зайдешь куда-то и, как вчера я показывал после ветровала участки, мама не горюй. Фу, начинаю потеть. Вот так вот. Летом, ребят, летом к осени вот вся птица вот тут и живет. В основном. Уже потом к осени они начинаются выходить. Выходят на сухое место. Где вот сейчас мы ищем птицу. Вот там и живут потом. А летом место обитания вот Балатень. В этой чаще они живут. Все под рукой у них. Вода, овод, насекомые, трава, жуки, пауки. Это кормовая база для них. До осени, когда еще ягод нету, черники, ничего нету, они вот питаются именно травой. И именно, сейчас покажу, вот он. Сейчас, конечно, он уже все, кирдык, но он, летом он зеленый, сочный, вкусный, питательный, видать. Любимый корм у глухаря. Вот так вот, ну, болтаю, чтобы быстрее коротать. Как-то легче становится, когда вот я иду, болтаю, и время быстрее летит. Вот так вот. Примерно так показал, кое-что рассказал. Где я сейчас нахожусь, где я прохожу. Нелегкий путь, между прочим. Темная ночь, только боли свистят по степи. На-на-на-на. Нескончаемая. Утонул. Ой, бля. Все, пипец. Я конкретно застрял, ребят. Я не знаю, в какую яму я попал. Но я застрял. Конкретно застрял. Болотные сапоги помогают. Вот так вот. Десятки раз уже говорил. В случае что, ищи свищи охотника. Куда он пропал? Где он бродит? Где его искать? Да хрен, где найдешь его. Не найдешь. Никогда в жизни не найдешь. Вот так вот. Фу-ху.